Больше 20 бывших бездомных Сыктывкара с октября прошлого года смогли вернуть себе нормальную жизнь и найти работу. Все благодаря проекту «Сытый гражданин» и Центру реабилитации «Дома жить». С недавнего времени социальная организация под руководством Ильи Костина сотрудничает с Центром занятости населения столицы Коми и местными предприятиями. Как в Сыктывкаре помогает трудоустроиться людям, оставшимся на улице, знает Александр Карепин. Реабилитационный центр «Дома жить» заработал еще осенью 2021-го, а с декабря полноценно начал принимать постояльцев под свою крышу. С этого времени центр реабилитации выпустил больше 20 человек. Все они ушли с улиц, получили работу и нашли дом. Волонтеры организации предоставляют своим подопечным не только жилье, еду и психологическую помощь, но и помогают трудоустроиться. Поначалу уборщиками или сторожами, но в дальнейшем есть возможность получить и более высокооплачиваемую профессию. Наша программа содействия в трудоустройстве – это очень важный шаг на пути человека к тому, чтобы выбраться с улицы и вернуться в обычную жизнь. Получив работу, бездомный человек может накопить денег, снять жилье и покинуть наш центр. Но есть случаи, когда есть трудности по здоровью, с документами и ситуация на рынке труда. И не все клиенты, к сожалению, могут самостоятельно трудоустроиться. И наши специалисты оказывают всестороннюю помощь, чтобы этим людям помочь. Поиск работы – часть реабилитации для бездомных. Из-за долгой жизни на улице у большинства из них стираются профессиональные навыки. Их приходится восстанавливать или вообще получать заново, порой даже по другим специальностям. К чему душа лежит. Благодаря поддержке Центра занятости населения столицы Коми работа в этом направлении идет полным ходом. На сегодня у нас есть возможность дать им, скажем так, новые, наверное, возможности получить компетенции и для того, чтобы быть интересным работодателю. То есть они у нас на сегодняшний день готовы пройти обучение. Наша ведь главная задача какая? Помочь человеку, да, увеличить его шансы к трудоустройству, скажем так, повысить его ресурсность, но не навредить. Владимир Пешкин в реабилитационном центре с самого открытия и находится здесь больше положенного срока. У мужчины есть ограничения по здоровью, из-за которых его пока не могут отпустить жить самостоятельно. Впрочем, как отмечает Илья Костин, Владимир – работяга. Еще на этапе строительства центра он при любой возможности помогал в обустройстве. А совсем недавно ему удалось найти работу. Настрой у теперь уже бывшего бездомного очень оптимистичный. В дальнейшем получить жилье и работать дальше. Еще хочу учиться на охранника. А вот еще один подопечный реабилитационного центра Игорь Потапов. На улице оказался по стечению обстоятельств. 3 года назад родной брат Игоря обманом продал его квартиру и оставил без жилья. Мужчина начал сильно пить и говорит, что ухудшил и без того тяжелое состояние здоровья. Считал, что жизнь уже кончена. Пока не узнал про центр «Дома жить». Отмечает, что такого радушного приема от работников организации не ожидал. А об употреблении алкоголя теперь даже мыслей нет. Мне просто не хочется, я даже не думаю об этом. Я просто радуюсь жизни полноценной. Я живу как полноценный человек. «Дома жить» – уникальный проект для нашего региона. Не просто ночлежка, а полноценный реабилитационный центр. В нем помогают людям, которые хотят уйти с улицы и вернуться в нормальную жизнь. Тем, кто оказался в тяжелой ситуации, непременно нужна поддержка. И здесь им ее дают. Возвращают веру в людей, в себя и в свое будущее. Александр Карепин, Олег Костромин, Дмитрий Булаев, телеканал Юрган.